Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 19 октября 2024 года. Сегодня у нас 77-й стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Время 19 часов 2 минуты по Европе и по городу Джахару 20 часов 2 минуты. Друзья, с нами снова сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аят Идигов. И я передаю ему любезно слово. Аят Машвовель, тебе слово. Добрый вечер, дорогие друзья, слушатели, участники нашего стрима. Хотелось бы, чтобы все, кто участвует в этом нашем стриме, задавал вопросы и получал ответы, и потом нас учил, и мы будем говорить то, что мы знаем. Ну, наша тема обозначена: ядерное оружие Украины, и потом Северная Корея вступает. Северная Корея. Потом еще мне хотелось бы поговорить о так называемом философе или правоведе Федорове, там полковник Федоров. Он все время, значит, пытается рассказать о том, что Советский Союз неправильно развалили, и что никаких стран нету, что Украина это не государство, и все такое. Пытается подвести какую-то основу под ту, как говорится, основу из того преступления, которое они совершили. То есть они ни в чем не виноваты, а все остальные виноваты. Вот эту они политику проводят. Но если сейчас говорить вначале о ядерном оружии, которое мы здесь обозначили, то можно сказать вот что. Действительно, корейцы, они толпами, так скажем, ринулись в Россию, чтобы напасть на Украину. Насколько это будет полезно, неизвестно. Видимо, это будет тоже вот такое вот, ну как сказать, пушечное мясо. Мы же не знаем о том, как они воюют, что они делали. Ну, где-то они там готовили, все такое. Но в любом случае, моральная сторона этого вопроса нам показывает, что они не имели как бы права с точки зрения морали, международного права поддерживать агрессора, преступника, который убивает, скажем, соседние народы и свои народы тоже калечит. Вот имперский Кремль. И они сюда вторгаются и начинают вот где-то там свои и ракеты, и дроны, и свое оружие, все тоже как бы снабжать Россию. В то же время это может означать о том, что здесь у России нету ресурсов, которые они говорят, у России нету возможности где-то самостоятельно, хотя они хвастались, все здесь вот захватить за 3 дня, как за 3 часа хотели она и Чеченскую Республику захватить, а где-то 10 с лишним лет не могли ничего сделать, пока они, значит, им не удалось стравить внутренний конфликт в нашем народе на религиозной почве. Вот это и дало им возможность в какой-то степени, значит, войти в нашу территорию. Ну, да, было много причин, в конечном итоге, потому что у нас ресурсов ни человеческих, ни материальных не хватало. У России самой, у которой такие колоссальные ресурсы, мы знаем, ничто не происходит, ничего в этом плане как бы не меняется. Они просят, протянут руку, ходят у Китая, ну, в Корее, у других стран, они просят. Афганистан, я не скажу, что они могут давать, но Иран точно вот делает какие-то в их сторону шахеды. Еще напряженная такая обстановка. И что это даст? Что получит Кремль для достижения своей цели? Мне кажется, что в любом случае Россия потерпит поражение в той форме, которая она сегодня есть. Она не сможет по определению победить.
она не сможет измотать ни украинский народ, ни международное сообщество. И чем дальше, тем больше будет, значит, противостояние и напряжение против этой российской новой империи, которую вот они создали после развала Советского Союза вновь. Это осколок империи, и они планировали ее при развале снова создать. Но мы посмотрим, во что это выльется. Сейчас, как я понимаю, только начались вот эти вот уже эти корейские вот эти вот солдаты, офицеры. Я уже читал там и слышал, что несколько там офицеров их погибли уже, корейские, так, что они прибывают и прибывают. Их же много там, очень много, и потом они, видимо, я думаю, они еще пытаются, корейцы, туда приехать и получить какой-то боевой опыт в перспективе. Возможно, так. И в то же время есть мнение о том, что они пришли туда не только потому, что сами хотели, а потому что их и к этому надоумил Китай. Китай сам не идет. Но Китай сейчас, политика, она такая вот. Сегодня одно, завтра другое говорит. В общем, здесь не разберешься, надо думать, как бы что-то не хапнул кто-то у вас что-нибудь. Вот как вот. Теперь Сига там носится и говорит, я никогда, я против того, чтобы это было, против войны, против всего этого, я буду вас поддерживать. И вот такие вещи говорят теперь эти люди, эти главари, управленцы этих государств. Во что это выльется? Америка не верит, как я здесь вижу по информации, которая идет. И, да, собственно говоря, если говорить об Америке, я тоже не верю, как бы присоединюсь к Америке. Но в то же время здесь встает еще такой вопрос. Когда Советский Союз разваливался, было Будапештское соглашение, согласно которому значит, все эти страны, великие страны, Америка, Россия, там, Англия, Франция, ну еще какие-то страны, по-моему, вот эти вот все, они подписали, значит, вместе с Украиной договор о передаче этих ядерных вот этих бомб, ракет, все, передачи России, и дали гарантии, что на Украину нападения никакого не будет. Ну а как мы видим с вами, они отняли у них это оружие и теперь напали, и ее там дробят на части, Украину. Вот скажем так, если бы вот у Северной Кореи есть атомные бомбы, да? Скажем так, могли бы на Северную Корею напасть кто-нибудь сейчас? Допустим, к примеру. Если она может запустить на вашей территории атомную бомбу, если она запустит там, ну, скажем, 10 или больше, или меньше атомных бомб, а мы знаем, что какие были эти бомбы, Хиросима и Нагасаки, что там сразу там убило около 400 тысяч человек, а то и более. Это когда было? 45-й год или 45-й, кажется. А сейчас-то эти бомбы, они же гораздо мощнее, гораздо, значит, вреднее для человечества, так? И я думаю, что на Корею никто не нападет, потому что они могут допустить свою бомбу. Если бы у Украины сегодня были эти атомные, значит, бомбы и средства доставки, то сегодня Россия не стала бы нападать на Украину. Это понятно всем. То есть это как бы есть гарантия того, что ты можешь оберегать себя от того, что на тебя нападает какая-то страна. Вот что превратилось вот это атомное оружие. И что делает сегодня вот эта Россия, которая нападает на Украину и говорит, что это не война, а говорит, это там денацификация, демилитаризация и всякая зация придумывает и хочет вот так вот разложить свою преступную вот эту акцию как какое-то спасение какого-то народа, каких-то людей. Ну, в общем, понятно о чем.
И эти вопросы сейчас встают остро. Встают они остро и потому, что до сих пор, вот как они обещали, то, значит, вооружение, скажем, самолеты, ракеты, снаряды, ну, остро не хватает в Украине. Остро, прям остро нехватка, потому что они это просят, они это требуют. Давайте, значит, теперь и этот президент Украины Зеленский снова в Европе, в Америке, везде он, значит, говорит о том, что нам нужно, значит, оружие, нам нужно, значит, средства доставки, самолеты, и все. И давайте это делать, если не будете помогать нам, то завтра они могут прийти к вам. И он прав, он прав. Он прав в том смысле, и почему они это не делают срочно или быстро, почему они это не делали, здесь можно разложить на несколько моментов. Мне кажется, они это не делали раньше, хотя они это делали все, но им казалось, что это для Украины достаточно тогда. Но сегодня мы видим, что это недостаточно. Мы видим, что Россия нагнетает вот это напряжение, и у них вот заложено, скажем, в своем бюджете, усиливается, увеличивается расходы на войну, как мы знаем. То было, скажем, где-то 100 миллиардов, сейчас 130 и более. Но это так вот, такие заявления. На самом деле, сколько у них там, мы не знаем. Может быть, 2-3 раза и больше. Мы не знаем, что они будут делать, как. И остальной мир сейчас думает, что делать. И здесь вот встает вопрос о том, кто будет сейчас президентом Америки. Будет ли это Камала Харрис или Трамп. Вот должны через неделю-две эти выборы состояться. И кто там победит. И все настроены так, что если, скажем, победит Камала Харрис, вот демократы говорят, что это хорошо, они обещают, все мы сделаем. А Трамп, он ведет себя до сих пор не совсем определенно. Видимо, в этом его и конек, что он не дает никому каких-то обещаний конкретных, но говорит, что он будет, значит, защищать, требовать, основывать войну и все такое. Как и что, неизвестно. Сторонники Трампа и сторонники демократов, как стало сейчас известно, они оказались, ну, в равном таком положении по опросу, 50 на 50. Во что это выльется, как это развернется, это нас беспокоит тоже, вот чеченскую сторону, нашу, значит, легитимную власть, наш народ. Очень беспокоит вот это положение. И мы думаем, как же быть, что нам делать? И думаю, что наша задача следить за этим, и чтобы мы не попали в какой-то просак. Понимаете? Здесь со всех сторон чеченский народ пытается снова извалять в грязи, пытаются его обозначить, как будто бы это террористы, бандиты, или вот даже Организация Объединенных Наций, сегодня я слышу, выступала, это нельзя, и снова намекал о том, что это чеченцы, заградотряды, они там стоят, это террористы, бандиты, типа такого, понимаете? Вопрос о нашем народе, о тех, кто воюет даже на стороне России, и их тоже хотят извалять, хотя мы противники тех, кто воюет и на стороне России. Сегодня оккупирована наша страна, и эти люди вынуждены насильно заставлять идти воевать Украину против украинской народа и его государства. Но мы не считаем, что это есть война чеченского народа против украинского и против Украины. Нет, это не может быть, потому что эти подневольные люди, и они не должны были идти воевать, но все равно, если они идут, если они по происхождению были чеченцами, на них пытаются навесить эти ярлыки. То есть в целом во всем мире вот такую вот агитацию против нас проводит Кремль. Это работа Кремля, мы с вами знаем. Ну, давайте я на этом закончу, чтобы время говорить-то можно. Если будут вопросы, будем отвечать и продолжим так.
ослабились. Баркал Аят, Баркал Дерейсвар. Друзья, я напоминаю, вы можете задавать вопросы на YouTube-канале, где если вы смотрите, если вы напишите комментарий, я его зачитаю. Также в TikTok у нас стрим идет, вы также можете написать комментарий, вопрос Аяду и Дигову. Также у нас стрим идет на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, в Телеграм, вы можете зайти, там идет стрим, вы можете непосредственно сами принять участие и говорить, задать вопросы, выступать, ну и так далее. Всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, попрошу соблюдать меры безопасности. Аят, вот сейчас очень много говорят о плане победы Владимира Зеленского, и в этот план входит либо Украина вступает в НАТО, либо Украине нужно восстановить ядерный свой потенциал, который она когда-то передала России под гарантии, как вы правильно сказали в начале, 3 государств: Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Россия и Франция, мне кажется. и Франция, да, там была, я просто думал. Россия тем более, передавали России это все. Да, и так, кому передали, та и напала, получается. Да. Либо восстановить вот этот военный потенциал, если не вступает Украина в НАТО. Возможно ли это вообще теоретически, технически? Кто-нибудь позволит сейчас Украине иметь ядерное оружие? Кто-нибудь, как вы считаете? Я думаю, что это заявление такое и Зеленский не делал. Конкретно, многие здесь говорят, он такое заявление не делал, но просто это его провоцирует там, чтобы вот так. Но он может говорить: вы взяли, вот мы подписали, а теперь вы нам не помогаете. То есть он свои рычаги давления оказывает на тех, кто подписал это заявление, кто сделал их такими уязвимыми. Вот в чем вопрос. А может ли он сделать это? Для того, чтобы это сделать, это вопрос, конечно, и технический, и финансовый, и политический. Но я не думаю, что если Украина будет, членом НАТО, ей необходимости не будет тогда эти атомные, свои вооружения восстанавливать. Но вопрос стоит в том, что если вы нас, скажем, отняли у нас это оружие, то будьте добры, возьмите нас в НАТО. Мы исключение, потому что вы обещали, вы нас обезглавили, скажем, обезопасить не обезопасили, а здесь нас убивают. Сколько людей убито, что происходит. Я думаю, постановка правильного вопроса, и посмотрим, что и как это будет выливаться. Кандидаты в президенты теперь Америки говорят, что они будут делать все для того, чтобы войну остановить, еще такое. Посмотрим, что будет. Не думаю, что Украина займется этим вопросом. Пока что, по крайней мере, пока что. Почему? Потому что Украина должна защитить себя. Она не может при помощи этих западных стран и при помощи, скажем, своей силы нет у нее, и материально другой. Она отдала им то, что могло бы сохранить сегодня территориальную целостность Украины. Вот о чем идет речь. Но я не думаю, что вопрос будет так вот стоять. Но остальной мир-то понимает. Дали возможность России получить все эти атомные вооружения, а теперь она взяла, забрала у них вооружение, напала на них, убивает, говорит: вы не государство, мы вас сейчас всех сомнем и убьем. И что теперь вот это сидит там, у них есть такой деятель, Федоров Евгений, кажется, он рассказывает о том, что, оказывается, Украина это не государство, это не до государства. Он рассказывает. Он там целые теории приводит. Оказывается, нельзя было, мол, незаконно развалили этот Советский Союз, а его нельзя было так разваливать. И, что рассказывают, какие-то там вот приводят примеры, обоснования.
Но дело в том, что давайте тогда, если он так говорит или они пытаются это говорить, я могу сказать, что давайте скажем о том, Советский Союз был законно создан, это государство, законно было создано, Советский Союз сам, в 22 году? Нет. Ну, Почему? юридически. Да, почему? Потому что там они в своем там, документе о создании Советского Союза ссылаются на то, что это воля народа, что это было решение народа. А где это было воля народов? Не было никакой воли народов. Допустим, Горская республика, в которой мы были тогда, мы никакой не проводили, ни референдум, ничего о, скажем, о создании Советского Союза. Никакие другие республики, не та же Кавказская республика или Закавказская, она называлась тогда 3 республики, тоже референдум не проводили. Я думаю, Беларусь не проводила, РСФСР тогдашняя тоже не проводила. То есть это незаконно. И если она рухнула, то это законно. Вот что. И когда она рухнула, вот это, ее развалили, каким бы способом ее не развалили, теперь они пытаются сказать, что это законно, незаконно, теперь все, которые оттуда уходят. Так вы создавали ее же незаконно, вы кто? Вы что говорите? Вот в соответствии с тем-то, тем-то, Украина незаконна. Так они тем самым сказать хотят, что и Чеченская республика, которая оккупируется, тоже незаконно, и Грузия, ну все бывшие республики Советского Союза, они хотят незаконно сказать и вернуться к идее, скажем, восстановления Советского Союза. Ну, там речь идет о Горбачевском вот этом плане, и я думаю, что они просто извращаются, где-то подвести какую-то основу. Вокруг сидят какие-то профессора, не знаю я их, и они тоже, значит, поддакают ему, все такое. Ну, взрослые, серьезные люди, и такие вещи говорят о том, почему диктаторский режим, имперский режим, который убивает, гнетет эти все народы, они не имели права, эта власть не имела это право делать. Теперь они говорят, что развал Советский Союз, это вина, допустим, западных стран. Но и не приводит основания, почему этот развал Советского Союза произошел, по какой причине это произошло. Но надо сказать, что это произошло именно по вине самого Советского Союза, власти Советского Союза. Именно по их вине произошел этот развал Советского Союза. А раз он прошел, этот развал произошел, тогда что ж там говорить, о чем можно говорить здесь? Ни о чем не скажешь и говорить не надо, потому что здесь не может быть никакого разговора о том, что Советский Союз развалили, и правильно сделали, что развалили. Но другое дело, что его надо было развалить не так, как они делали, не так, как они захватили вот этот процесс. Именно РСФСР во главе с Ельцином. Они захватили процесс развала Советского Союза в свои руки. Они даже приняли, я вот как-то говорил, что они даже приняли решение указом, все министерства Советского Союза подчинил себе Ельцин, понимаете? Когда Горбачев еще был захвачен, сидел там в Росе, в Крыму, так они вот это все творили сами. А кого они хотят? Они теперь хотят Ельцина обвинить и сказать, что они пушистые и хорошие, нынешние. Так нынешние еще хуже, чем они. Они ссылаются на Конституцию 93-го года, обратите внимание, это Федоров. Вот на основании этого. Ну, а Конституция 93-го года – это незаконно созданная Конституция, принятая незаконная Конституция. Но там вопросов много. В любом случае, я хотел бы сказать, что они вот пытаются обосновать вот это вот, что вот незаконно вернуть надо, создать снова все эти территории, и надо думать о том, как нам дальше жить. То есть там намек на то, что где-то это не сам этот Федоров, видимо, выдвигает, о том, что вот создать типа того, что было вот, что хотел сделать, скажем, Горбачев, о создании федерации, Союза советских суверенных республик. Раньше были союзы социалистических, а сейчас
суверенных республик. Вот они на это делают намек, но я думаю, что это просто игра от слов, они ничего не хотят, это империя, и кто бы там они ни был, они будут все время стремиться к тому, чтобы подчинить себе эти территории, ассимилировать эти народы и идти дальше, оправдывая себя, потому что какие-то народы виноваты. Вот не станет чеченцев, допустим, к примеру, не дай бог, как говорится, да? Так они найдут другой народ. Ну, они там евреи, там грузины, ну, скажем, азербайджанцы, ну, найдут и другие народы, Казахстан, другой. Это империя. Поэтому с империей надо четко и ясно прощаться, и о каких правовых таких основах может говорить этот полковник, который сел там, рассказывает людям, которые якобы не понимают, в чем дело, он им поясняет. А сам-то он ничего не понимает, в том смысле, если вот такие вещи говорит. Ну, вот это я хотел сказать. И мы могли бы вполне вот эти все вопросы, значит, разобрать в будущем. Я сегодня говорил, ну, послушать, что он говорит, и может разобрать, и разложить, сказать, вот смотрите, что он говорит. И это позиция Кремля, это позиция Путина, это его глашатай, это его, так сказать, человек, который он с правовой точки зрения пытается оправдаться, Путин. Ведь он же говорил, Путин, что вот развалили Советский Союз, я не согласен с этим, я никогда не соглашусь, и все такое. Но если не соглашусь, ты и не президент. На какой основе ты стал президент? Ведь тот же на основе другой конституции был. А ты какой, значит, уходи. А то он уже 20 с лишним лет сидит, и вот так. В общем, это вот такая вот ситуация и в этом вопросе. И вот вопросы, которые касаются нашей, скажем, оккупированной территории, то, что там происходит, мы можем об этом тоже говорить. Дикту, давайте тогда вопросы. Я вот Аслан. Да, Ая, спасибо. Ая, я вот немножко развить тему, которую сейчас мы обсуждаем. Они ссылаются не то, что Советский Союз незаконно создан, они ссылаются на то, о решении Рузвельта, Черчилля и Сталина в Ялте и мировой порядок, который был установлен. И они говорят, раз тогда признан был Советский Союз миром, входит в ООН, является постоянным членом Совета Безопасности, что вот он был незаконно развален, они говорят, и в любом случае, говорит, он намекает на то, они прямо об этом говорят, что сейчас Россия находится под колониальным управлением Соединенных Штатов Америки, и теперь якобы, что развал Советского Союза был сделан совместно и неправильно. И теперь для того, чтобы восстановить новый мировой порядок, нужно сесть заново, обсуждать это все дело, либо снова уничтожить 100 миллионов человек, чтобы создать новый мировой порядок. Согласны ли вы с этим? Ну, если говорить здесь вот этот момент, то, что ты сказал, что это было развалено совместно. В чем совместный развал Советского Союза был? Ну, что они ввели войска или развалили этот Советский Союз. В чем причина-то была развала Советского Союза? Вот этот вопрос очень важный. Вот. Как они его объясняют? Почему развалили? Они говорят, что вот они там то сделали, это сделали, не дали нам, значит, весь мир захватить. Они во всех странах мира свои коммунистические партии там посадили и вели агентурную работу. Мы весь мир захватим, мы всех победим. У них были вот такие лозунги. Он говорит, этот Федоров, об этом или нет? Почему причина? Он не говорит причины развала Советского Союза, что представители Украины, Беларуси и России собрались и развалили. Но вот здесь как раз очень уместный вопрос, который нам Багги задает. И он как бы объясняет, почему они считают, что это было сделано по обоюдной договоренности.
И вот Баги задает вам вопрос, Аят. Почему США, Англия, Франция автоматически приняли Россию в Совет Безопасности ООН после развала СССР? Это ведь было незаконно, Аят. Ну, я так скажу, В соответствии дело с в том, да, уставом ООН это было незаконно. ну, соответственно, уставом ООН это не было. Оно было, значит, это политическое такое решение было. Они надеялись, я как помню это, мне самому приходилось там бывать в Америке, так? Мгм. Они говорили, что скоро Россия станет демократической страной. Мгм. И они надеялись на это, и поэтому они России передавали все это оружие. Собирали там с Белоруссии, Украины, Казахстана, где там и везде все отдавали. И на это они, значит, акцентировали внимание. Вот. И поэтому они передавали надежду на то, что вот это так и будет. Но оно так не стало, оно не стало демократическим государством. Она, напротив, я говорил, при развал вот этот Советского Союза, произошел каким образом? Ну, допустим, эти страны согласились, что вот Советский Союз развалился, так? Вот Мгм. эти все страны, о которых, вот, допустим, этот Федоров говорит, что они там сталинская, там, иранская, тегеранская там встречи, они там договорились, и поэтому, значит, то-то он говорит, да? Мгм. Хорошо, значит, если они собрались, тогда и решили. Так в этот раз снова собрались Англия, Франция, ну, скажем, сама Россия, там, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки тоже решили, согласились с тем, что Советский Союз развалится. Они согласились. Тогда был, скажем, Сталин, Рузвельт и другой Черчилль, а теперь эти были. Эти все сказали, все, хватит им больше существовать. И снова, почему они развалили? Причину они не говорят. Как они совместно развалили Советский Союз? Как? На какой основе Нет, распал? нет, Нет, совместно не нет. говорит об этом. Он об этом не говорит специально, я уж хочу сказать. Я вопрос задаю тебе, как бы, но имею в виду, что какой вопрос он скрывает. Вот что имею в виду. И почему? Конечно, Россия, вот которая Россия, если следовать тем правилам международным, которые есть, то все эти страны и республики, которые вышли из Советского Союза, они были автоматически должны были войти в Организацию Объединенных Наций. Я имею в виду все 32 республики. Им должны были дать право, значит, выбора своей государственности, направления. Войти, значит, в состав другого государства, в конфедерацию или самостоятельное государство. Их этого права лишили. Почему они лишили этого права? И это именно лишил это право, их лишал, допустим, 16 республик, 15 без нас, лишал кто? Да и наши тоже. Именно власть РСФСР. Она лишала вот это. Почему? Вот она и лишила права, да, Кабарды, скажем, Башкирии, Калмыкии, всех вот этих республик, которые были тогда 16 автономных республик было в составе как бы РСФСР. Мгм. Но РСФСР в этот момент, СССР, как оно и делало раньше, в прошлые времена, там, в 22-м, 25-м, 27-м, 30-м, таких годах, они добавляли, их было всего раньше 3 республик всего. Закавказская, Белоруссия и РСФСР. Вот это был, или 4 их было, да, Украина, да, 4. Так вот, эти 4 республики составляли тогда СССР. А теперь, когда время прошло, СССР уже принимал решение о создании других республик. И они дальше доходили до 12, до 13, потом они даже уменьшали на одну, вот это, по-моему, финляндскую или финскую, или какую-то республику, тоже они снова делали автономной, так вот, Коми, по-моему. И, значит, и дальше, то есть СССР был тот орган власти, который мог сделать их или союзами, или автономными. И вот в 90-м году, в апреле месяце, они издали 3 закона, согласно которым все 20 автономных республик Советского Союза стали союзными республиками.
Став союзом республики, они имели такие же права, как все остальные республики Советского Союза. Их стало 35. Но 3 республики Советский Союз, Балтийский, признал сам. Литва, Эстония, там, Латвия. И осталось 32. И вот часть этих республик, да, их право было, значит, ущемлено грубейшим образом всеми республиками, в которые входили эти, скажем, автономные республики, которые стали союзными. Если так это случилось, теперь какие могут быть, скажем, разговоры о том, что надо снова под Москву отдать все это? Нет, потому что если есть международное право, он говорит, там есть международные, это все, международные принципы говорят о праве народного самоопределения, хотя раньше Сталин эти совершались. Так? Ну, потом же они с этим согласились, потом же они подписали в 1975 году и Хельсинское соглашение. Так что здесь вопрос такой. Конечно, и вопрос этот все время как бы висит и, скажем, в головах и умах республик и народов, которые были тогда в СССР. А СССР это была империя. И не надо там придумать. Это была Советская империя, и мы знаем, что она этим занималась. Да, эти все республики, в принципе, должны были быть наследниками Советского Союза, потому что они из Советского Союза вышли, бывшего Советского Союза. Как это сделать, как это решить? Это вопрос другой. Потому что сейчас, вот, допустим, постоянных членов Совета Безопасности ООН, там 5, да? Но они не только 5. Временные постоянные члены Совета Безопасности, там, еще где-то до 30 государств, мне кажется. 10. Они ротацию делают. Вот сейчас, 10. ну, 10 пускай. Сейчас 10, потом они другие по очереди. Они находятся в этой ситуации. А эти постоянно члены Совета Безопасности. Так ну, что... вот вопрос. Да? Вот вопрос. Как так получилось, если Советский Союз создавали 3 республики, РСФСР, там, Россия, Украина, Беларусь, но во время развала Советского Союза почему-то не Украина стала постоянным членом Совета Безопасности вместо СССР, а Россия стала. Почему именно у Украины отобрали ядерное оружие? И но передали... Украина, нынешняя Российская Федерация России и не была членом организации Объединенных Наций, не была. Да? Это РСФСР. Место РСФСР был не место, а СССР был Украина и Беларусь. Так? А это вообще никакое отношение не имело в этом смысле. И, значит, это было ущемление прав этих остальных республик, в том числе, может быть, я думаю, не только Украины и других. И все республики должны были иметь какие-то, значит, последствия и гарантии безопасности, так? Если они не нарушают международное право. Вот о чем речь идет. А это Россия нарушает международное право, и не только, но она вообще преступление совершает в отношении всех вот государств, которые вышли из бывшего Союза. А развал Советского Союза был основной причиной была ее в том, что сам Советский Союз, что эта империя оказалась несостоятельна. Она оказалась неконкурентоспособна. Да. Она занималась только тем, что готовила атомные и другие виды оружия, устроила ГУЛАГи и там бесплатно эксплуатировала всех людей. И люди только уходили работать, вечером приходили. Так? И они не могли ничего, ни свое хозяйство иметь, ничего, никакие там все, коллективизация, все они забрали, и в конечном итоге оказались на грани банкротства, когда в 90-х годах в Советском Союзе не стало, даже хлеб стали по карточкам давать. Как могло так случиться? Одна из богатейших стран мира, ресурсы ископаемые, все это не оказали. Почему? Они все свои ресурсы, все свои деньги, которые они продавали, вот это все, куда они девали его? Они его все пускали
на все, даже в Соединенных Штатах Америки была коммунистическая партия Соединенных Штатов Америки. Я уже Да. не говорю о По всему миру. по всему миру. Да. Они хотели весь мир захватить. Так всем было ясно, что это империя, которая весь мир захватит. И у них и песни, и лозунги были такие. Да. И мы, будучи школьниками, эти пели, и не понимали, о чем. Я еще думал, а зачем это весь мир мы захватим, мы весь мир завоюем. Знаете, вот что мне сидит, это вообще преступный режим. Поэтому даже обладая таким материальным способом, дело в том, что почему это не делали? Потому что они не хотели дать возможность, как вот на западные страны не имеют эти ресурсы. Я об этом говорил, но здесь вот скажу еще раз, потому что учение, повторение мать учения, как говорится, что эти, скажем, когда вот современное международное право создавалось, тогда было положено в основу всего, там положен вот это принцип всеобщей декларации прав человека, свобода личности. А что это означало? Это означало, что принцип это говорил о том, что человек должен быть свободен от политического преследования. Раз. Человек должен быть свободен от экономической, социальной помощи. Должен свободен, минимальной, по крайней мере. Да? Человек должен обладать информацией, он может ее передавать, и тогда этот человек может создать себе любой там фирму, какой-то совхоз, колхоз, что угодно, и, в общем, трудиться, нанимать рабочих, делать какие-то, ну, что угодно там. То есть была свобода в этом плане. А вот эти диктаторские режимы, вот скажем, этот Советский Союз отказался от этого. Почему? Если человек свободен был от политического преследования, то он мог же голосовать свободно. Выйти голосовать не за Сталина, а, скажем, за Хрущева, например, да? И это Сталин, конечно, не мог вынести. И другие диктаторские режимы, которые были во всех остальных странах диктаторских, они не хотели этого. И поэтому самого развития экономического, скажем, научно-технического прогресса, развитие вот этого создания какого-то материального запаса, и что народ в этой стране имел бы какие-то ресурсы и мог жить даже без этого. Вот как в любой стране, возьмите Японию, там у них никаких ресурсов нет, а как они живут? Одна из богатейших стран мира, так? А эти, обладая этими всеми ресурсами, ничего не могли сделать. И когда цены на их эти ресурсы в какой-то момент на рынке же они падают, поднимают цены, они рухнули, и эти оказались у разбитого корыта. Ничего не могли сделать. Вот поэтому рухнул Советский Союз, а не потому, что, скажем, им Америка или Запад это сделал. Так а что же вы делали, извините меня? Почему вы, если у них цены рухнули, почему вы не смогли сохранить себя? Почему вы не накормили свой народ? Почему вы стали их притеснять? А почему эти страны должны были вам помогать, которые хотели уничтожить эти страны, захватить мир? Нет. То есть здесь мораль такая. Вот здесь вот такие моменты, которые мы должны, на которые мы должны обращать внимание. Насколько вот я думаю. Вот так вот. Баркалая, Дересоль. Ну, давайте тогда вот во второй части нашего названия сегодняшнего про Северную Корею, которая вступает в войну. Тоже важно, интересно узнать ваше мнение, Аят. Почему Россия подключает северокорейцев? Это делается для того, чтобы избежать тотальной мобилизации в России, либо не хватает людей, боятся волнений. С чем это связано, на ваш взгляд? Но вот все, что ты назвал, как раз это как раз и есть те причины, которые они не хотят, чтобы вот делать мобилизацию. Если пойдет эта мобилизация, то тогда что? Тогда возникает причина и возникает народ уже тогда, когда их безопасность будет, значит, не обеспечена. Сейчас она тоже не обеспечена, но еще какое-то там терпение, если он как-то платит зарплату, что-то делает, так? А если оно пойдет и дальше, и потом забирать будут этих людей
на войну, которую они не видят смысла, то, конечно, придет конец самому режиму. Они хотят сохранить этот режим. И поэтому они берут вот жесткий режим корейский, им там, грубо говоря, как бы нечего делать, что ли, я не знаю, так, это набирают их людей и идут сюда воевать в Украину. Ну, наверное, они из-за любопытности в большей степени, может быть, идут, чтобы прийти здесь. Может быть, они придут и отсюда захотят бежать и перейти на сторону Украины, эти, как его, корейцы. Если они перейдут на сторону Украины, то это было бы хорошо, я так думаю. А там видно будет, ну, какие-то рычаги, наверное, есть противодействие тому, так? Но в то же время Корея – это диктаторский режим, это режим, который установил в свое время Сталин. Мы же знаем, после Первой мировой и Второй мировой войны, так? И Южная Корея, она, значит, такая демократическая страна. И мы знаем, вот здесь вот поэтому они как бы дружат. А Китай, который был такой же, как и Корея раньше, он уже вышел самостоятельно в плавание, выше, чем Россия гораздо, и экономически, и в других сферах. Так? И дело вот развивается таким образом. В этом, я думаю, причина. Поэтому только. И он же ездил туда, этот Путин. Ну, ездил министр этот Шойгу, когда был, тоже ездил. Они все там договаривались, крутили. Видимо, через Корею, видимо, Китай хочет снабжать, может быть, они не будут напрямую давать оружие или то что-нибудь России, а через дав Корее, а Корея уже как бы уже во все оружие, и ей надо будет здесь как-то помогать. Я думаю, это попытка помочь завязать вот этот узел для того, чтобы, значит, противостоять демократическим странам Запада и остального мира. Я так думаю. Баркалай, это может вызвать основание для войны Украины против Северной Кореи, если северокорейцы воюют уже на государственном уровне? Ну, как сказать, он их же дает как добровольцами, а так, не знаю, зависит от того, каким образом он их преподносит, вот, от Кореи, так? Угу. Они, может быть, как добровольцы идут. Отпускники. Да, может быть, они еще как-то. Ну, они, наверное, это дело, ну, как-то, значит, оформят правильно. А если он там объявляет, он же не объявляет войну, он же не идет на ведение денационализации, денацификации идет, идут по другой цели, как бы в помощь, он дает своих людям, разрешает идти добровольцами и все такое. Как бы, значит, вот так. Наверное, я сейчас не могу сказать, насколько. А если они будут говорить о том, что они... Да и сама Россия же не объявила войну Украине. Войны там нету. Нету. Да. Они же и нам объявляли, как они сказали, наведение конституционного порядка в России, наведение конституционного порядка в России на территории Чечни. То есть мы как бы часть. Вот такие вещи они творят и хитрят. Это, в общем, имперская суть этой власти. Было бы, конечно, хорошо, если бы Россия трансформировалась бы, да, дала бы, значит, возможность этим народам организоваться в какую-то другую систему власти, чтобы эти народы, которые есть, там могли бы, значит, какие-то там экономические свои взаимоотношения строить, что они, кроме этого, могли бы работать и экономические отношения строить и с остальным миром, а быть, вот скажем, в экономическом пространстве, денежном, может быть, в
в смысле безопасности быть, скажем, на какой-то там территории. А кто-нибудь мог бы и не быть. Вот эти вот вопросы они поднимают, они все муссируют это все. Это муссируют и вот эти вот, по-моему, эти Ходорковские, там есть и другие люди, которые там не приемлют вот эту всю западную либеральную, так сказать, группу, можно сказать, группы. Там есть люди, которые говорят о том, что они не признают их, потому что они не имеют никакого влияния, потому что они здесь находятся на Западе, а те там же есть люди в России. Если какие-то будут там переполох или где-то что, насколько я слышал, там они пытаются как-то организоваться в этой ситуации. Насколько это получится у них, не знаю, но, по крайней мере, там есть в России люди, и эти люди, с которыми вот мне приходилось общаться, они признают, что наша территория, Чеченская республика, есть суверенное государство, но, по крайней мере, вот я с ними общался, раньше они какие-то документы такие, заявления делали, еще лет 10 назад, по-моему, то меньше, в котором говорилось, что незаконно захвачена территория, нужно восстановить и все остальные последующие вопросы в отношении нашей республики, значит, делать. И такие люди есть. И это политические люди, эти люди. А эти, которые здесь на Западе, эти, скажем, либеральные такие центристы, или они какие-то не центристы, как их назвать, я не знаю лучше. По крайней мере, это те же имперцы. Вот что я скажу. И Навальнята, или как их говорят, и Ходорковский, и вот этот Шапошников, кто он такой, и другой, и другой. Они сидят на этой одной основе и крутят еще дружбу с теми людьми, которые в нашей республике еще с 90-х годов, которые работали на Кремль. Вот компания, которая здесь есть, или которые работали на, скажем, на основе там религиозных поползновений, мол, изменить надо страну, или на основе того, что... И, собственно говоря, они все на этой основе себя вот позиционируют, скажем, среди нашего там народа или людей, а на Западе и, скажем, на встречах вот то ли в Украине, другие, они говорят, не, мы все демократы, они говорят. А на самом деле приняты документы, которые все у них записаны, что они, значит, являются людьми, которые содержатся на незаконном обосновании, в котором они говорят, что мы, мол, это придерживаемся Конституции, которая жидится на основе того, что на основе Корана и Сунны. Вот такие вещи говорят. То есть этим людям нельзя верить, а они с ними, в общем, являются тоже, вот которых мы знаем из наших, да? Вот там возьмите этого Закаева, Кутаев, там другие, да? Вот они и еще там, есть там еще ряд других, которые заблудшие, не могут объяснить, чего они хотят, и обосновать не могут. А у нас есть все обоснования, мы говорим, что это так нельзя делать. Вот они садятся и рассказывают разным там блогерам, российским, украинским, вся это рассказывают и себя изображают. А здесь их принимают, они носятся здесь. Мы думаем, почему это так? Вот думаем, почему? Да потому что они пытаются, вот эти вот западные страны или лидеры, они как-то хотят повлиять на Россию и думают, с этими вот людьми можно с ними что-то обговорить, являются ли такими людьми, с которыми можно разговаривать. А вот чеченский вопрос они загнали в религиозную, как говорится, нишу, и нас рассматривают, как будто мы являемся только исламскими фундаменталистами. Вот я говорил сейчас, этот Небензя его фамилия, там, украинская. Небензя, да? Небензя. Вот он прям там вот что-то сидит, там выступает, показывает ООН, и он там говорит, вот русские не хотели бы воевать, там все такое, но заградотряды он не называет чеченские.
эти, значит, бандиты, террористы тоже не называют. Но вся риторика, в которой делает упор на то, что мы. Вот тогда весь мир, а нас эту, наш вот такую вот нам пытается навязать ярлык. И мы должны вот это все понять. Если мы это не поймем сами, нам будет очень трудно. Нам кажется, вот сколько лет прошло, нас там это все. Нет, если мы сами не поймем что-нибудь. Поэтому мы и говорим. У нас есть Конституция, у нас есть основа, у нас есть создано, и никакие там разные изменения или там толкования и другие не могут быть. Мы держим строго на основе международного права, на основе, значит, нашей общенационального съезда декларации, это референдум наш, и создание вот стольких войн прошли мы, и нечего нас, как говорится, толкать в бездну, благодаря тому, что, ну, благодаря в кавычках, тому, что Кремль это на нас эти ярлыки вешает. Хорошо, Украина сейчас это поняла, нас она там признала, и призывал весь остальной мир поддержать нас. Значит, она признала геноцид нашего народа со стороны России и признала, что наша страна оккупирована, что ее надо деоккупировать. И дальше над этим мы должны работать. Эту работу нам не позволяет делать вот именно эта Россия за счет своих вот этих самозваных разных агентур, которые здесь из себя изображают, носятся. И они носятся не за свой счет. Они носятся за счет того, что их здесь везде водят за руку и принимают их. Вот именно это российская агентура. Вот это мы должны понимать все. Если это не так, вот ты мне говорил, что кто-то там, от Кутая говорил, что он был представителем, скажем... Да, этот вопрос я Нет, никаким представителем он не был. Он был вообще противник нашего государства. Он выступал против, потом уехал, все такое. Чем он занимался, то наши люди хорошо все знают. И какие там у него там эти основания, что он там делал, то он сидит, то-то. Никаких не было. И любой, который должен был быть, скажем, на такой должности, это должно было пройти через парламент. А я был тогда в парламенте, председателем парламента. Не было его. Поэтому эти разговоры, они пустые разговоры. Это обман идет. И они везде это говорят. Это же самое говорят. И другие сидят на самом деле. А эти западные там, политические деятели, правда, это деятели в основном, которые уже давно ушли в отставку. Они еще все хотят, они принимают от них какие-то награды, которые те придумали. Фактически эти награды ничего не стоят, кроме там цены самой этого металла, который... Ну и с ними там играют, там поддакивают, им ходят, и вот такая ситуация. А на серьезном уровне нам нужно решение наших вопросов, и наши люди, наши чеченцы, граждане нашей республики, мы должны все понимать, что мы нашу страну, наше государство должны освободить и в рамках международного права восстановить нашу государственность. Чтобы этого не было сейчас, нам клеят всякие разные там уже внизу какие-то столкновения с Дагестаном, с Ингушетией. Ну, просто скажу, забудьте все это. Это вся работа, это все связано с политикой Кремля, это хитрой политикой, провокацией. Ничего нет там у нас, у нашего народа. Сегодня не то, что ничего нет, оно наше, в принципе, да, но то, что вы спорите, там, говорят, мы территорию делим, или, значит, какой-то там бизнес делим, или это все во власти в Кремле сидящих, а той власти, которая сидит в Кремле, и противостоять им никто не сможет. И теперь начинают люди, которые в этом вольно и невольно участвуют в разделе имущества, они начинают поднимать весь народ, и дагестанцы против чеченцев, чеченцы против ингушей. Это нельзя делать, это вообще ошибка, но не дай бог роковая ошибка, не дай бог, это нельзя делать. Не поддавайтесь этому, знайте, что этими делами они занимаются, потому что они за какую-то там копейку втянут,
и они потом за ними следом, их какие-то родственники, они все поднимаются, создают впечатление, что чуть ли не весь ингушский народ, к примеру, или чуть ли не весь Дагестан стал. Там их этот какой-то полковник или генерал, который сидит там сейчас в Дагестане, он там их проводит, давайте мы это все. Это провокации. Это именно направлено, это делалось всегда, еще с самого первого, как говорится, дня делалось и делается. Каждый раз, когда мы это вот видим, мы должны понимать, что это есть провокация Кремля. Эти люди, они как сказать, зажиревшие коты. У них все есть. Они теперь только боятся не потерять это. Власть не потерять и все. И вот они разыгрывают эти спектакли уже не на сценах театра, а наяву. Вот что это такое. Зло. Баркалая. По поводу, ну, уже один за одним мои вопросы уже почти, которые я планирую в процессе разговора задать, и вы уже на них потихонечку отвечаете. Но я вам на прошлом стриме на чеченском языке я вам задавал вопрос по поводу вот этой российской так называемой оппозиции. Нам известно, что Ходорковский – это имперец, нам известно, что он финансирует здесь, создал целую сеть информационных вот этих своих ресурсов, которые финансирует. Есть оппозиция ну, друг к другу от Ходорковского, и есть такие Навальнята. Аяд, мы, как чеченцы, граждане Чеченской Республики Ичкерия, какую позицию должны иметь в отношении этих двух групп имперцев, без сомнения, с обеих сторон? Если эти группы есть, они есть, и не только двух, их там много. Ну, и основные. Каспаров там есть, и вот эти вот... Это тоже Ходорковский. Ну, понятно, они так вот, может быть, Ходорковский финансист, там есть и... Ну, как бы то ни было, это все равно, это внутреннее дело как бы России, но они здесь между собой как бы спорят и себя в лучшем свете пытаются выставить. У нас как, что будет, скажем, в самой России, как они ее, скажем, переформатируют, так? Мгм. Это в отношении чеченского народа и в отношении, скажем, сегодня Украины, и в отношении, скажем, Грузии и Молдовы, это не имеет, собственно, отношения, внутреннее дело России. Мы не должны, да, вмешиваться, но мы должны за этим следить, смотреть, чтобы как-то они какой-то номер не выкинули. Но в целом нам дела там нету. А это уже зависит от того, как будут эти народы сами решать эти вопросы. Мы можем в этих вопросах быть им советчиками, если они захотят, помогать им чем-то, своими там, скажем, опытом, еще чем, как было рассказывать. И если они изменят эту страну, переформатируют ее, и она станет, скажем, демократической страной или объявится там какая-то территория, то это будет хорошо. Ну, а для того, чтобы сказать, что вот эти вот люди, которые, как говорится, в 90-м году, когда Советский Союз развалили, они там, значит, понаворовали это все, что было. Ну, все эти миллиардеры, которые, они все это хапнули, как говорится, все хапнули, сели и сидят, и теперь из себя умных людей представляют. Ну, конечно, потому что им тогда вот власть, которую они создали вместе с Ельциным, да, им это позволило создать эту ситуацию, и теперь они хотят там умничать, как мы говорим так, и хотят сохранить эту власть. Это их задача. А наше дело следить за этим, смотреть. И если какая-то из этих, вот, скажем, группировок поддерживает нашу линию, скажем, о деоккупации нашей страны, о возможности восстановления и выплат той контрибуции, которую мы, значит, имеем, на которую мы имеем право. Вот с этими людьми мы можем в какой-то войти в какие-то контакты, с ними разговоры вести. Это можно. Потому что мы должны с любой страной мира, скажем, которая
не является, скажем, античеловеческой, военной. И с теми, которые хотят где-то воевать и снова убивать, и какие-то милитаристические у них цели, все мы, если мы пойдем, мы там тоже снова окажемся еще в худшем положении. То есть мы как бы окажемся втянуты в эту их борьбу и окажемся таковыми, как и они. А мы не можем это делать, нам нельзя это делать. Вот если вот такой расклад, то это один вопрос. А те, кто, вот, допустим, я говорю про тех, которые там признают нашу, мы много раз разговаривали раньше, они говорят, что да, мы считаем, что вот так, вот Чеченская республика незаконна. Мы с ними согласны и будем с ними, как говорится, стараться контактировать и стараться с ними идти в единой, так сказать, линию преследовать для того, чтобы решить проблему в целом стабильности и мира на этой территории, их и нашей. А в перспективу, когда мы восстановим свое государство, когда мы все, как было, сделаем, значит, уже дальше уже об этом будет думать сам наш народ. Нам важно восстановить это все. А нам говорят, да мы там построим, мы туда пойдем, мы это сделаем. Это все разговоры тех, которые не хочет это восстановить, хочет отнять наше государство, как и нынешний Кремль. Будь это, скажем, или этот Закаев, и будь ли этот Кутаев, или будь третий, им нечего здесь расхаживаться, эти разговоры поднимать. Мы знаем, чем они занимаются. Это, скажем, организации, которые они носятся, это все это спецслужбы, эти российские КГБшные организации. Они были еще тогда определены всей своей деятельностью. Теперь они говорят, что вот так. Они могут, конечно, здесь носиться, пусть с ними там это, но мы свою позицию говорим. Если это не так, нечего впустую говорить, обоснуйте, у них обоснований никаких нету. А раз у них нет никаких оснований для того, чтобы говорить там то-то или другое, третье, как вот, допустим, сегодня оккупационный режим может обосновать и сказать, что они являются законными или легитимными? У них нет этого. Они сами говорят, мы пехотинцы Путина, все такое, сякое. А посмотрите, они пехотинцы Путина, а сегодня они почуяли вот их там командующие или какие-то их полковники, они выступают, говорят, они против нас, они нас не любят, они даже украинцев больше любят, чем нас. Вы что делаете? Ну вот это, слышите же это все? Независимо от того, что бы то ни было, у нас, вот, допустим, чеченцев, но я говорю не только чеченцы, и другие народы, которые используют вас как можно по полной программе, а потом и захотят и уничтожить или ассимилировать. Вот задача этой империи. А сейчас, когда им нужно пускать вас на пушечное мясо, и чтобы вы шли туда, вот здесь вот как рассказывают, оказывается, вот там, когда туда вот в Курск заходила украинская армия, то все там, и насколько если это верить можно, я думаю, что можно верить, этот их, как его, фамилия забыл его, Аладдинов, так? Он говорит, что там на 300 километров было всего, говорит, 500 кадыровцев. На 300 километров разделите на 300 километров, это 300 тысяч метров. Разделите на них 500 человек, сколько человек. То есть они, и притом с одним автоматом. А все российские войска, все пограничные войска, все набранные люди, они, говорят, все 10 тысячами сидят там и ничего делают. И потом на нас говорят, что это мы пропустили. И говорят, что вот они бежали они жалуются. Ну хорошо, жалуетесь вы. И что? А вот теперь, говорят, они нас жалуются, а мы, говорят, хорошие, они нас жалуются. Так вот, куда им деваться? То есть они попали в этот капкан, они поняли. Они поняли, что они попали в этот капкан. А как им сейчас вот это исправить, эту ситуацию? Нет, они не знают, как это сделать. Что там будет? Может, это спектакль, который мы говорим, можно. Но в любом случае,
ни один там, скажем, кавказский народ или другой народ, Поволжье или другой, или там, скажем, северо-западные народы. Все эти народы не нужны, в виде этих народов не нужны Кремлю. Им нужно, чтобы этот народ стал или русским, как и они все, или стал их рабом, ассимилировать их, или там уничтожить их. И держать их в гнете, все время унижая, говоря, что ты не такой, что ты вот, мы здесь и все такое. А мы знаем, как это, что это за народ такой, что, откуда они взялись, где они взялись, и вот такие вещи говорят народы, которые, как говорится, имеют свою древнейшую историю, культуру, времена, свое образование, тысячелетия. Они над ними заглумятся. И это вот эта империя. Она только может это делать. Они над украинцами, таким древним родом, глумятся, над другими. Вот что происходит. Поэтому и мы видим, что здесь как бы то ни было, что может произойти. Произойти может одно, что, о чем ты говоришь, и эти корейцы, они пришли там, по-моему, так вот посмотреть, немного понюхать пороха. А если захотят, то убегать будут. Ну, это я не могу сказать точно, но, по крайней мере, наша задача в том, чтобы понимать это правильно, правильно дать ему анализ и правильно, значит, к этому относиться, чтобы принять правильное решение. Если не будем принимать правильно, если бы не приняли бы правильное решение здесь на Западе работать совместно, а нам не дают работать, то потому что вот эта агентура российская, которая даже из числа чеченцев не дает нам возможности работать. Они были недовольны, когда Украина признала вот в 22 году Чеченскую республику как оккупированную территорию. Они начали здесь заявлять, не надо было это делать, это рано сделали, они это не нужно было делать. И это наши люди заявляли, представляете? Были Они бы там наши, не показали, заявляли бы. а? Были бы наши, не заявляли бы, Аят. Но я говорю по происхождению, понимаете? Это наши люди в каком смысле? Ты прав? Это наши люди в смысле того, что они являются, или понимая, или не понимая, скорее всего, первое, они на стороне, как говорится, это империи. Почему? У них какие-то личные амбиции, что ли? Или они служат им эти, что ли? Почему? Это не должно быть. Вот об этом речь. А некоторые из них сейчас, вот эти молодые ребята, скажем, вот, да, вот, кадыровцы, да, им же лет там мало, им было тогда, это все было лет по 10, ну, скажем, 13-15, они сейчас выросли, они уже взрослые люди, они, им там это телевидение, то им в голову вот это вбили пропагандой, что оказывается все, что было у нас, что мы были террористами, бандитами, все наше вот поколение. Они Да. это избивали, и они в это верят. Что интересно, старшие им говорят, не говорят, но все равно они верят, каждый день это пропаганда. И эта пропаганда размазывается по всем мозгам этих людей. И они верят, и идут, и идут. И что получается? Вот получается то, что они сейчас как бы, у них оскомина, они видят, они говорят, у вас, говорит, даже никто, вы же не, вам ничего не, у вас врага нет, у вас даже украинцы не враги, у вас чечены враги. Они говорят сами это, представляете? Прямо так говорят. Эти вещи, они очень... Это не значит, что мы поддерживаем их, так? Мы говорим о том, что там народ, он пробуждается. А этот вот высокий чиновник, так, он даже на такое решился сказать. Что их побудило это сказать? Значит, это вылазит боком, они видят, что это такое. Оказывается, как они себя называют, они там не имеют никаких прав, говорят, нас нигде нету, мы только вот идти на захват Украины, что ли, только. Ну, в таком смысле. Ну вот и все.
Баркалаят. Здесь был вопрос от Шарани Азиева. Он А? спрашивает вас, Аят, можно ли здесь в Европе, сейчас я более точно найду его вопрос, потому что я задавал свои вопросы и немножко мы ушли вниз. Можно Мгм. ли в Европе нам здесь, чеченцам, создать свои спецслужбы? Вот такой вот был вопрос. Если я его найду, я более точно его процитирую. М, Ассаламу алейкум. Аят, по закону имеют ли право сторонники ЧРИ создать в ЕС свои спецслужбы? Алейкум салам, Шарани. а, Нет, не имеет права. Вот скажи, Шаран, если ты вот находишься в своей стране, Чеченской Республике Ичкерия, к тебе вот придут беженцы, да, беженцы, и они скажут, давайте мы создадим свои там э, спецслужбы. Вы согласитесь? Нет? По закону, здесь только есть свои законы в каждой стране, свои конституции, такие вот спецслужбы, о которых ты говоришь, здесь невозможно создать. Мы здесь можем а, наши беженцы, которые себя пытаются здесь изобразить властью, даже хотят некоторые здесь избрать и парламент, были предложения, какую-то власть назначать, себя обозначать. Но это все незаконные вещи. Это нельзя. У нас есть только то, что избрал наш народ на территории нашего государства и в рамках современного международного права. Вот на этой основе мы можем, находясь здесь на Западе, вести работу по разъяснению нашей ситуации, по вопросу поддержки, значит, той линии нашей легитимной власти в виде в лице президиума правительства, которая еще сохраняется, так? Мгм. И чтобы мы могли через другие вот государства, чтобы мы могли вот там это вот все решать, чтобы они решали так же, как и Украина, о признании нашего государства. Если наше государство вот таким образом будет как оккупировано, незаконно признано, то настанет момент, когда ситуация изменится, мы можем, как вот это было, оккупированы были вот эти балтийские три республики, да, которые были захвачены СССР, так, то здесь получилось так, что когда настало время, и когда вот этот процесс пошел по, скажем, изменению там, когда, помните, были приняты законы, 3 закона о уравнивании республик, 3 закона, значит, о свободе, как там было, демократия, гласность и там свобода, так? Перестройка. Да, перестройка. Так тогда Запад сказал, так вот вы незаконно захватили эти 3 республики, эти решения, вот эти страны, Запад и другие не признали. Освободить их. И они вынуждены были освободить. Вот эту основу мы можем сейчас здесь готовить, и чем больше мы это сделаем, тем лучше. Вот против этого выступают эти линии, которые я вам говорю. Мгм. Понимаете? Вот они против этого здесь выступают. Они из себя изображают каких-то деятелей, а на самом деле это люди, которые не имеют этих полномочий, под разными соусами они это идут. Нам нужно этой работой заняться. У них нет никаких полномочий в этом плане. И вот сейчас вот здесь мы говорим, вот здесь по телевизору, да, все блогеры там передают. Все в этом мире сегодня регулируется, как говорят, в соответствии с современным международным правом. Мгм. Соответствует это международному праву или нет? Вот давайте посмотрим. Даже вот этот, как я говорю, Федоров, полковник этого Путина, сидит, пытается каким-то образом обосновать, оправдать свои действия в соответствии международного права, кстати, так? Мгм. А мы говорим, да, это нам не надо. Мы, наши вот эти деятели, нам это не надо, нам это не нужно, мы пойдем там вот это сделаем. И мутит мозги нашим людям, простым и молодым. Нельзя этого допускать, никак нельзя. И молодые люди должны понимать, что это нельзя. Заходите на эти сайты, читайте наши сайты, слушайте нас, так.
Мы на любые ваши вопросы будем отвечать. Не просто отвечать, а обоснованно, аргументированно, документально. Мы всегда это делаем. Это делаем не для того, чтобы просто от нечего нам делать, а потому что это наша обязанность каждого из нас. Каждый гражданин из нашей республики, который является, скажем, здесь на Западе, где-то, он обязан служить своему народу, где бы он ни был. Он должен понимать, что мы должны решать проблемы своего народа. Вместо нас никто не будет решать. И решение нашей проблемы не в том, чтобы кого-то захватить, а чтобы освободить наши территории и свободно развиваясь в семье остальных народов мира, развиваться, жить в этом мире, в будущем, что поколение. Мы же вот уже тысячелетия мы жили на этой планете и на этой территории, наш народ, к примеру, так? И сейчас, что мы дадим ему, как говорится, кончиться, что ли? Нет, мы не имеем права. Ни морально, ни нравственно, ни, значит, с правовой точки зрения. Не имеем права. Вот такая ситуация. Благодарю, спасибо. Аслан Юсуфов задает вопрос. Ассаламу алейкум. Доброй ночи. Валейкум салам, Аслан. Если в России начнется гражданская война и будет коллапс, то будет ли для Кавказа это обоснованностью выйти из состава России без большой войны? Ну, во-первых, мы не являемся в составе России. Мы захвачены... Про Кавказ в целом. Ну, Кавказ в целом, он имеет в виду вот эти Грузия, Армения, Азербайджан, они не в составе. Ну, Грузия, Азербайджан, Армения, они не в составе. Скажем, а если Северо-Кавказской республики, так, то это зависит от этих народов. Что они скажут. Потому что там во главе сегодня, вот, допустим, я могу сказать, ну, я не буду говорить, я буду, конечно, не точный, но могу сказать, что больше 50% агентов Кремля в руководстве этих всех республик Кавказа. Мне кажется, это очень преуменьшено. Ну, я так легко говорю. Да, это вся агентура Кремля. Да. Вся. Она и тогда, мы это четко и ясно видели, когда мы свою республику восстанавливали и объявляли свою независимость. Мы видели, что они делали. Они буквально чуть ли не это. Все, они готовы. Они вот и все. Так, теперь это очень важный момент. И поэтому они-то, когда развалился Советский Союз, они же не дали этим народам избрать свою власть, что как раз-таки успел сделать и смог сделать чеченский народ. Ситуация сложилась так, что мы это сделали. И решение было принято, мы это сделали, и в соответствии с этим приняли решение о том, что мы создаем свое суверенное государство в рамках современного международного права. А теперь, если вот такое дело будет, там коллапс, да, но это может коснуться всех, видимо, здесь может быть такой расклад. Они будут пытаться захватить эти территории, пытаться как-то самостоятельно, ну как-то надо будет национально-освободительное движение этих республик должны взять в свои руки эту ситуацию. Вот у нас это было национально-освободительное движение, да. Мы на этой основе, значит, провели референдум, общенациональный съезд чеченского народа. Потом на этой основе, значит, было принято решение о создании восстановления нашего государства, так? Действующая власть тогдашняя, она приняла решение, вот почему я к этому скажу, тоже приняла через 2 дня после того, как общенациональный съезд принял свою декларацию, так, о которой я говорил, так? Они тоже приняли такую же примерно декларацию, что мы должны иметь свое государство. Но оказалось, сейчас мы можем говорить, что они имели в виду, что они хотели перехватить это, в свои руки взять. Но получилось так, что когда они должны были, приняв такую декларацию свою, ну, параллельно как бы общенациональной декларации, да, поехав в Москву, чтобы подписывать федеративный договор,
ну, договор нового образования в августе 91 года. И там вот случился государственный переворот ГКЧП, которые были в центре Москвы, были против того, чтобы эти изменения происходили. Это были в окружении Горбачева. И там вице-президент, министр КГБ, все они там собрались. И против вот этой линии, которую они приняли сами, наш Верховный Совет, который принял декларацию, так? И которая принята была до этого нашим народом два дня вперед, декларацию. Так эти все, которые поехали туда из Верховного Совета, тут же перешли на сторону ГКЧП, чтобы вернуться назад в Советский Союз, и стали, значит, предали сразу. И это послужило основанием, народ весь вышел. И так как был у нас общенациональный съезд и исполком, и на этой основе дальше вот эти события развивались. И в конечном итоге мы сумели и смогли, значит, провести, уже будучи даже в Советском Союзе, провести выборы власти именно чеченского народа. Ну, имелось в виду всех, кто там, граждан наши, так? Провести выборы власти. Потом, значит, парламент, все такое-сякое, это было в составе, еще мы были в составе Советского Союза. Будучи в составе Союза, мы это сделали. Это могли сделать, в принципе, и другие республики, которые были в Советском Союзе. Допустим, я имею в виду, ну, например, Калмыкия, Дагестан, Кабарда, там, ну, скажем, какие вот это, Татарстан и Башкортостан, Башкирия, кстати, это сделали, но их лидеры потом, конечно, предали это все. В конечном итоге по чуть-чуть они все спустили на нет и предали эту линию. Так получилось. А остальные могли принять, и если бы они как бы сомкнулись с нами, то, может быть, мы могли бы там сделать. А кто это творил? Вот это все. Это все время творила вот эта власть, скажем, этой российской РСФСР. Она это творила, она это делала. И теперь вот если сейчас, мы поэтому и говорим, вот я говорю, тоже расскажу, что если в 91 году, когда Советский Союз развалился, мы, обладая уже всеми этими принятыми атрибутами нашего государства, мы вышли из Советского Союза бывшего, и у нас уже были все атрибуты. И парламент, и президент, органы самоуправления, значит, герб, гимн, все, что необходимо, правительство, значит, действующее, значит, в рамках нашей Конституции все решения приняли. И мы уже были. А как вышли, была принята Конституция, и только после этого, как оно все было, только после этого нас могла признать другая страна. И это сделала Грузия. А до этого, хотя и могли они этого сделать, они не признавали нас. Потому что, что же они будут признавать какую-нибудь там область или это, если у них не с кем, как говорится, нет статуса признания, понимаете? И объясните, когда Грузия нас признала? На второй день? Она признала после того, как мы приняли свою конституцию 12 марта 1992 года, на следующий день Верховный Совет и президент Грузии признали наше государство независимым. И мы признали в ответ тоже Грузию. Вот так это случилось. Это было после принятия нашей Конституции, когда мы завершили окончательно, и когда мы оказались уже в международном правовом поле. То есть ушла вот эта вот империя, Советский Союз, да? А мы остались в международном правовом поле. А с точки зрения международного правового поля, международного, как говорится, закона, все народы имеют право на самоопределение. Но, сказано, если даже ты имеешь право на самоопределение, то создать свое государство ты не можешь, если тебе это разрешение не даст эта страна, в которой ты находишься. А так как эта страна, в которой мы находились, власть, сама улетучилась, ушла, все эти республики были уже государствами.
но без наполнения своей атрибутики, закона, то все. Их перехватил этот Ельцин и эта их команда, потому что там еще во главе сидели те же старые имперцы, коммунисты. Они между собой подписали в 92 году, через полмесяца, 31-го, как мы все завершили свое, только через 31 марта они начали подписывать федеративный договор, незаконный. То есть они не дали возможность этим народам, они не дали возможность, чтобы они взяли и, значит, провели свои референдумы, определили, что они хотят, какой путь они хотят, не дали. А взяли, подписали и сказали мы это, Российская Федерация России. Вот в чем была суть. То есть эта Российская Федерация России создана после того, как мы уже завершили формирование. Мы уже государство со всеми атрибутами были, а они только после этого появились вообще в истории. И теперь они захватили нашу территорию, и кто-то говорит, что мы должны, значит, можем ли мы выйти из России. Мы в составе России не являемся. Наша территория, наше государство захвачено незаконно. Вот в чем дело. Баркалай, за столь подробное разъяснение. Да. Баркал, это очень важно. Здесь как раз Зубейр пишет, Баркал, все это, то есть наш реальный статус как оккупированной территории, тщательно скрывается. Только ваши конечно, доводят истину до молодежи. Спасибо, Аят. Баркалон, что важно, Ундор, Аят. И когда нету фундамента, то тогда можно накидывать и что угодно, и горские республики, и там новые государства, еще что-то придумывать. Вот давайте я правильно, Аслан, говоришь. Вот по поводу вот важности же момент. Вот, когда в 2007 году, значит, наш бывший министр иностранных дел, назначен тогда так, Закаев, в апреле, сентябре, октябре начинает проводить политику. В 2007 году. В 2007 году. Тогда, после гибели этих президентов Масхадова, потом этого Садулаева, президентом по праву стал этот Умаров Докко. Да. Значит, там пошла потом такая вот ситуация развивалась, что надо делать, мол, и как быть, все были озабочены. И получилось так, что в это время, значит, наш министр иностранных дел, который владел, которому было поручено вести наш государственный сайт Чечен Пресс, так? Он этим грешил, этим сайтом. Он даже при жизни Масхадова себя назначал премьер-министром, а тот ему специальным указом, значит, передавал дело в прокуратуру, но после этого он погиб. Потом после этого появился Садулаев, президент. После этого был, значит, в 2007 году уже был этот Докко Умаров. Мы не говорим о их, скажем, той ситуации, очень тяжелая ситуация, со всех сторон это Россия давила и пыталась нас, как бы, значит, лишить нашей правовой основы. Правовой основой территории они-то захватили, а правовую основу они хотят нас лишить, сказать, что мы не народ и все такое. Да, так это вот, главное для них. Да. И вот они что делают? Для ясности, да. Значит, Закаев заявляет, что, оказывается, этот Докко Умаров, он за 500 миллионов долларов продал нашу, ну, почти Юркун продал нашу республику, значит, и создает Эмират Кавказ. Он вначале говорит вот так вот, там есть это все поэтапно, весь там записано. Да. А вначале говорит, я это слышал, но я думаю, если это так, то это очень большой, это очень большой ущерб для нашего народа, мы все теряем. Потом дальше, он говорит, дальше, как говорит, по чуть, потом он говорит, он это сделал, понимаете, доходит до этого.
А документов нету. Допустим, мы со своей стороны ищем, как есть, нету. Мы же тоже, вот, допустим, я пытался дойти до... Нигде нету обоснований, что это так сделал. И тогда в конце 7 ноября, уже ноября, 6 ноября, значит, объединившись с группой, с Сарляповской группой, я про это тоже расскажу, они, значит, издают от имени, значит, парламента, как будто бы парламент, так, издают постановление, в котором говорят, что док Умаров самоотстранился от своей должности, и поэтому мы берем на себя всю власть. Представьте себе, действующий президент, действующее полностью правительство наше, да, в усеченной пусть форме, как угодно, но никто это не отменял. Они заявляют, что мы являемся, значит, теперь мы берем на себя. Этот Сараляпов, который, он говорит, что он берет на себя функции, значит, президента и, значит, функции парламента, а этого, значит, мы назначаем премьер-министром, они снова постановление выпускают. Мы говорим, на каком основании? А он самоустранился. А где он самоустранился? А вот он говорил по какому там радио. По какому радио? Вот там BBC или Америка. Что такое для нас BBC Америка? Я хочу вот этот момент разъяснить. Для нас в нашей Конституции и на закон сказано, что все решения, которые принимаются в отношении нашего государства, обозначаются и размножаются не кем-то, а именно нашими государственными сайтами. Нашими государственными... Официальными. Да, официально. Да. Так вот, не на официальном сайте Чечен-Пресс, не на официальном сайте Кавказ-Центр, ничего нет. Тогда больше других и не было. Потому что было вот это подпольное такое дело. Не было ничего. Кроме того, что написано, что вот он самоотстранился. Ну как может быть самоотстранился человек, если нигде он никакой документ не выпустил, никакое заявление, значит, официально, значит, ну в любом случае в Конституции написано, что официально не опубликован, чтобы знали все, что официально не опубликованы документы от имени нашего правительства, любого действия там, то, не являются, значит, законными, не имеют юридической силы и не применяются судом. То есть официально опубликован никакого документа нету от имени президента. Они говорят, что он там чуть ли 500 миллионов получил и это сделал. Но как он мог, где он же должен сказать, тогда покажите, где он это сделал. Если он это сделал, мы тогда тоже, почему вы нам не говорите? Когда они собрались, весь все это Министерство иностранных дел зарубежья, их представители, собрались там где-то в Норвегии, и я хотел туда поехать, тоже пытался туда поехать, так они блокировали меня, чтобы я не мог приехать. Как они блокировали? Они говорили, мы не знаем, вот мне сказали тоже приехать, и этот сам Закай говорит, меня тоже пригласили. Куда приехать? Они не дают мне конкретно место, куда они собираются. Они там собираются и снова вот эти вещи делали. То есть они с октября, с сентября, в ноябре принимают такое решение, а президент не издавал такого указа, не издавал никакого-то там распоряжения по этому поводу. И они уже себя объявили незаконно, объявили себя властью, вот эти люди. Теперь я скажу насчет этого, чтобы знали, насчет вот этого парламента. В 2005-2004 году, как вы знаете, на территории Чеченской республики Ичкерия, там был так вот, значит, группа депутатов, они были вызваны в 2004 году, в конце, по-моему, года, они были, значит, гуртом поехали в Москву, встречались там, насколько я знаю, с президентом, с его администрацией, и там они издали постановление, то есть или документ о том, что они объявляют импич президента Масаду, Давака. А потом, значит, они пишут письмо на имя президента Путина о том, что вот мы отстраняем, что мы поддерживаем, что на территории Чечни можно, как они говорят, можно провести референдум.
И на основе этих документов, так, они там в Чечне идет война, идет 2004 год, сами понимаете, да, все это в каше, там все кровь, все, они проводят там референдум, запускает это полутысячную свою армию, потом 500 тысячная была у них армия там. Их там на урны, они тоже все голосуют, они проводят референдум, а наши-то люди, что там, не шли, они это провели и сказали, что провели референдум, потом также провели как будто бы референдум и назначили президентом Кадырова. И эти люди, так, после этого они приехали в 2004 году, в августе или в октябре приехали сюда в Европу и планировали, это организаторы, планировали собрать здесь весь парламент наш законный, и чтобы этот парламент сложил свои полномочия и передал полномочия парламенту, марионетшему парламент, который русские в Грозном, значит, обозначили. Но когда мы им сказали, что это нельзя делать, и мы здесь очень многое объясняли им, но вот те, которые их привезли сюда, их было 17 человек, так? Они там метались, они пытались там как-то это противодействовать, там все, пытались нас избавиться от нас. Но в конечном, когда вот это все было им рассказано, из 17 человек больше половины уехало назад, оттуда должны были приехать еще 17 или сколько-то человек, и здесь вот соединиться, это сделать. Эти уехали, и тем тоже рассказали, те тоже не приехали, остальные. И таким образом было сорвано это решение. Теперь, которые здесь остались, вот эти люди, вот есть там Сараляпов, там Янгулбаев, там кто там, еще кто-то, там Исханов, Хусейн, их там человек 6, может быть, чуть больше, там, не знаю сейчас. Почему, я не знаю, потому что они каждый скрывает, что там он не был. Но я по своим расчетам знаю их позиции, их было максимум человек 7. И вот они, значит, эти 7 человек находились здесь, так, оставшиеся. И в одно время они, значит, им звонит этот, с ними договаривается Закаев и говорит, я из вас сделаю парламент. Он на этом официальном нашем сайте публикует в сентябре 2005 года так называемое парламентское расследование, документ, так, официально, в котором записано председатель парламента Сараляпов, тот заместитель первый, этот второй заместитель, и внизу еще записана моя фамилия, как председатель комитета внешних связей. Хотя я об этом ничего не знал, вообще не знал. И они мне начали писать, там спрашивать, все, я, значит, им сказал, что этого заседания не было. Я вижу, что никогда нигде не избранный Сараляпов обозначен председателем. И эти 4-5 человек, чтобы избрать председателя парламента, есть специальная процедура. И вот они, значит, таким образом, опубликовав вот это постановление, Закаев его назначает председателем парламента. Вот с этим председателем парламентом в 2007 году они стыкуются, так, и назначают его, уже Сараляп назначает главой как бы государства, президентом и главой парламента, а себя премьер-министром. И после этого они между собой рассорились, так, когда этот Закаев пригласил, значит, марионеточный парламент председателя и в Осло, и в Лондоне, с ними начал вести переговоры и говорить, что они легитимны, то есть, что они законны. Вот они перессорились, поняли, что дело у них не идет, но оба эти движения, и Сараляп, они сделали преступление против нашего народа. Они не могут называться парламентом, не этим. Вот эти люди сегодня и занимаются, вот кто они такие, и каким образом они назначены. У них нет никакой основы, никакой бухбацер. Они не являются таковыми. Не являются именно по этой причине. И после того, как они сюда приехали, стали беженцами, их сюда никто не направлял. Для работы их сюда не направлял ни парламент, ни президент. То есть официального решения не было.
Они сами этим занимаются, и эти люди сегодня вот это все мутят. И они как раз-таки есть те люди, которые в 2001 году, они собрались, мне Масадов звонил, говорит, езжай обязательно туда, я из Лондона поехал в Швейцарию, и там они подписали, там договаривались, что будем решать все проблемы, смотрите, Ладов, на основе того, что наша территория является частью России. На каком основании они это делали? На каком основании? Не было никаких оснований эти делать заявления. И там во главе сидел Тим Гульдеман, который когда-то ОБСЕ у нас возглавлял, и был недоволен, что, допустим, я задал, придя туда, после 3 дней, когда они скрывались, задал им вопрос, что нужно дать, значит, протокол, который вывели, и сделать заявление. Они захотели делать. Потом они через полгода или год снова встретились в Лихтенштейне, и там тоже это решали. Затем они провели так называемый Всемирный членский конгресс в 2002 году, в конце года в этом Копенгагене, где записано, что фактически, что мы являемся частью России, и что на основе плана Хасбулатова мы должны, значит, решить вопрос между воюющими сторонами. Вот кто эти люди. Вот они, кто. Я хочу, чтобы это люди наши знали. Я хочу, чтобы это было всем известно. И я им говорил, вернитесь в конституционное поле. Не я, только мы все говорили. Вернитесь в конституционное поле, и вы тогда вместе будем работать. Нет, они не слушают. Они не делают этого. Они постоянно выполняют заказ, именно который нужен для Кремля. Я не говорю, что именно там бумага у нас это есть. Но все, что они делают, все принимаем ими документы, говорят о том, что мы есть часть России, и что Россия нас, что мы являемся частью России, и что не имеем права иметь свое государство. На языке, на общении среди людей, среди разных документов не показывать. Они говорят в Украине, на Западе говорят, что мы на основе Конституции нашего государства, то, а внизу подписаны, приняты все документы о том, что то, что они не являются такими, что мы являемся частью России, они пишут. Да, они стали таковыми, и поэтому для них свободное движение по всей Европе. Мы, оставшиеся люди, которые были членами нашего парламента, членами органов местного управления, люди, которые были в судебной власти, мы имели, значит, эти свои полномочия, но только те, которые из них не предали, не перешли на сторону Кремля, скажем, или оккупантов. Мы собрались и, значит, приняли решение, что мы создаем временный орган, временный рабочий орган, который называем со всех 3 ветвей власти, называем его президиум правительства. И на этом президиуме, то есть мы те люди, которые избраны нашим народом при очередных выборах и подтвержденном ОБСЕ в 1997 году, когда избирали президент и парламент. А мы можем существовать до тех пор, пока мы живы, там 50-70 лет, нас много. И вот, а почему я стал в президиум? Почему? Потому что наш парламент в 2003 году в декабре принял постановление, оно есть, и это можно сюда выставить, в котором сказано: возложить на Ахьят Дигматон, на меня, организация и ведение всей политической работы за рубежом от имени парламента Чеченской Республики. Имея эти документы, в этой ситуации мы приняли решение о создании этого временного рабочего органа с целью значит, разъяснения ситуации в мире и с целью, значит, признания нашего государства оккупированным государством и восстановления нашего государства легитимной власти. Вот какая ситуация, чтобы вот я своими словами рассказываю это, чтобы вы знали. Все те, которые говорят, вот нельзя это делать, здесь надо избрать новый парламент, или придя дома, надо избрать этот парламент. Это люди или не понимающие, или люди, которые работают на Кремль. Одно из двух. В любом случае, или первое, или второе, если они этим занимаются, в любом случае они работают в пользу Кремля.
не зная или зная. Поэтому мы исходим из этого и объясняем вам, нашим людям, нашим друзьям по всему миру, что вот такая ситуация. То, что сегодня они там рассказывают, мы там то делаем, это делаем, или мы туда едем, сюда едем, конференции, это. У нас таких возможностей нет, к сожалению. У нас нет таких возможностей перемещаться по всему миру, перемещаться по всей Европе, но мы всегда, значит, проводили конференции, свою позицию, которая есть нашего народа, мы на этой стороне стоим, которая принята на основе международного права. Вот какая ситуация, с кем мы имеем дело и кто они, я попытался достаточно просто объяснить вам, но под это все есть документы, и мы вот под этот ролик, надеюсь, выложим все, если вам интересно. А так вы можете зайти на сайт Chechen Government, зайти на наши сайты, которые есть круглый стол, ЧРИ, Кремль, зайти на наши личные сайты, которые есть в Фейсбуке, и везде посмотреть. Все эти документы есть, подтверждающие то, что я говорю. Поэтому мы говорим этим людям, которые заблудшие, которые сейчас еще могут вернуться в конституционное поле. Оставьте все эти разговоры, вернитесь в конституционное поле, давайте работать вместе на основе нашей Конституции, на основе воли нашего народа в рамках международного права. Вот задача, которая стоит между нами и которую мы должны решить. А с этими людьми не заблуждайтесь. Я обращаюсь к вам ко всем. Баркалшин. Баркал Аят. Баркал. Эд Мамедов задает вопрос. Аят, у нас скоро выборы, то есть в Соединенных Штатах Америки. Вы очень опытный политик. Как вы думаете, кто будет у нас президентом? Какие у нас шансы? Ну, я думаю, что Трамп будет президентом. Отлично. Хорошо, что вы так думаете. И он, значит, согласно того письма, которое написал Трампу Эд Мамедов, будет любезно с нами в этом вопросе, знаком с нами, и наше признание он будет поддерживать. Да, и Эд внесет уже внес. Ага. Да. А Эд Яснан говорит, Эд, продолжая, баркал вам за вашу работу, люди много слушают вас, и провокации фашистской Российской Федерации проваливаются одна за другой. Пожалуйста. Пожалуйста. Как говорят немцы, kein проблем. Так, дальше. Комментариев здесь набралось много. Бек Нохчо, которого мы с тобой знаем, мы с ним общались, это человек в Украине. Ассаламу алейкум, говорит Бек, алейкум салам, Бек. Нужно ли нам выбрать лидера Ичкерии, временно исполняющего обязанности за рубежом, чтобы самозванцев больше не было? В том-то и дело, что мы могли бы выбрать лидера, если бы мы были общественная организация. Мы действуем в рамках нашей Конституции, и поэтому даже мы создали временный рабочий орган президиум, и мы по очереди там возглавляем это. То я, то Алла, то другой, то третий, вот так вот, кто желает. То есть наша задача не в том, чтобы здесь какие-то должности занимать, а в том, чтобы решить ту проблему, которая есть на Западе. Мы можем в перспективе, когда мы придем туда, можем там уже определиться со своим временным, скажем, кабинетом министров, который будет организовывать выборы на нашей территории. А так на Западе мы не можем, и никогда этого не было, что там выбирали специально, которые лидеры, если это не общественная организация. Вот все общественные организации, которые находятся здесь на Западе, могут себе выбирать лидеров как угодно, но они не имеют права выступать, как они делают от имени нашего государства, как они пытаются постоянно себя изобразить представить наше государство. Ведь существует международное право, законы существуют. Поэтому только так мы можем действовать. И эти разговоры надо избрать едино, нам избрать, надо едино сделать. Эти разговоры
на дилетантов, потому что это не идет никак в рамках международного права. Вот, допустим, я назначен нашим парламентом, и есть еще письмо, которое там этот парламент подписал и президент, и там, в котором сказано, что на меня возложить значит, полномочия организации и ведения всей политической работы за рубежом от имени парламента. И это подписал председатель парламента, подписал президент тогда. Хотя президента подпись там и не нужна была, но, видимо, ввиду того, что он поддерживает это, и они меня просили, и звонили, и говорили, поэтому, видимо, он подписал. Это решение у нас остается важным, и остается важным, потому что те люди, которые были избраны нашим народом, я сказал тебе, которые были избраны в 1997 году, тогда избраны эти люди, которые не предали, не перешли на сторону Кремля, как некоторые здешние, да? Не перешли, не отказались от нашей Конституции, как некоторые. Да? Только эти люди находятся в президиуме у нас, только эти. И они имеют полномочия говорить от имени нашего государства и говорить о признании нашего. Вот Украину, когда признавали, мы, писали эти письма, и там есть письма, в которых оно опубликовано, они у нас есть, где мы говорили от имени нашего президиума и говорили о этих полномочиях, которые у нас есть. А у этих людей, которые мы сейчас говорим, вот мы сейчас выберем лидера, мы говорим. Ну и скажут вам, что ваш политический уровень, он настолько низок, что вы не понимаете, о чем вы говорите. Они могут сегодня создать, мы можем там, и любая там, народ может дать сотни разных таких движений, лидеров избирать. Они здесь ездят, там собирают, мы говорим от этого, от этого, от этого. Это не идет, это не выбор, это общественная организация. В любом случае, понимаете? Поэтому мы исходим из этого. Вот тебе ответ мой. Аслан? Благодарю. Эд Мамедов задает еще один вопрос. Аят, если можно, расскажите, какой процент людей воевало в 91 году? Просто мы тут наблюдаем в США. Очень много украинцев призывного возраста поехали к нам, да и дети чиновников тоже. Да. Но я хочу сказать вам, что до, скажем, 99-2000 года, да, практически все члены нашего правительства, но я не скажу за всех, но за всех процентов 70, да, оставались на фронтах, оставались на местах и, действовали в пользу защиты нашего государства. Так? То есть все политики, все чиновники были на войне. Да. Но потом часть из них, некоторые стали, которые там по возрасту, поэтому начали уходить. И, в общем-то, принята общая такая средняя такая цифра, что если, допустим, население 1 миллион, то 2% населения только выходит воевать. Ну, это общемировой. Добровольно, имеете. Ну да, 2% всего. Да. Без призыва, без повесток. Не, без призыва или как бы то ни было, в общем, воюют 2%. А остальное население им помогает. Материально, там, разведкой, то-то. Вот это. И я не знаю, молодые люди, которые находятся там, это, видимо, им самим известно, что они делают. Ну, по крайней мере, я помню наш весь парламент, вот первый парламент я имею в виду, да, в котором, мы до конца, уже когда война завершилась, мы собрались на парламент, и там решили, в ходе войны мы тоже встречались в разных местах подпольно, принимали решения, законы, там еще что такое. В ходе Первой войны с 94 по 96 до 97 года, до марта, до февраля месяца 97 первый парламент действовал. Несколько человек из них, правда, были выехавшие, но человека 4-5, но это никак не играло на решение, которое принимал наш парламент, так?
потому что 2/3 всегда у нас был депутат парламента. А вот когда вот сейчас вот вторая вот эта, как называется, вторая, это пятая агрессия была. Ситуация такая, как я вам рассказываю сейчас. Баркал, Шарани Азиев задает вопрос. Аят, как экс-председатель парламента Чеченской Республики Ичкерия и имеет ли право в ЕС подать в суд на марионеточных деятелей? Нет, я не понял, как. Парламент имеет ли подать право, да? Вы, как экс-председатель, наверное, имеется в виду. По всем пунктам международного права Чирей объявил о суверенитете. Здесь продолжение. Грузия признала Афганистан, Грузия признала, Украина признала временно оккупированное. Можно ли подать на них в суд, наверное, имеется в виду? Ну, вот этот вопрос мы рассматривали, так? В той же Украине, например. Да, вот мы этот вопрос рассматривали еще, когда мы приехали сюда в 2001, 2002, 2003 года. Я это плотно этим занимался. В Лондоне, там, когда был в Америке, об этом спрашивал. Здесь вопрос вот в чем, что Международный суд, который есть, допустим, в Гааге или Международный уголовный суд, да, этот суд, он действует только для тех государств, которые являются членом Организации Объединенных Наций. И чтобы мы этот вопрос, когда поднимали тогда здесь, да, то выяснилось, я для себя тогда выяснил, мы много занимались этим, так, выяснилось, что этот вопрос может поднять любая другая страна. Сказать, вот что вот Чеченская Республика, вот то-то, то-то, подать в суд на Россию. Но подать в суд на Россию никто не решается. Тогда это было очень тяжело, и многие эти вопросы много раз мы рассматривали, и вопрос сейчас не решается. Почему? Потому в экономическом, политическом там, или военном, в любом вопросе, тогда, по крайней мере, ни одна страна за это не бралась, потому что, я еще раз говорю, куда бы я ни поехал, я был в Америке, и там вот встречался разными политическими деятелями, и мне там задают вопрос этот, Бжезинский. Скажите, вот говорят, что у вас, как он сказал, что президент издал указ о, значит, создании, значит, шариатского управления, и что теперь у вас парламента нет, у вас есть теперь шура. Мне говорит это этот человек. Я ему говорю, наверное, мне ваш министр иностранных дел Ахмадов Лес мне 10 назад мне это говорил. Понимаете? Я думаю, ну как же так? Да, это был указ, я говорю, президента. Но я и вам рассказываю, да, это был указ. И этот указ был отменен парламентом. И даже против него тогда готовился импичмент, там, обвинить его тогда, но так это не удалось. Не то, что не удалось рассмотреть, и нужно было, война началась, и это как бы, значит, пока оставили тогда, чтобы в это время. А он говорит, вот вы из какого парламента? Вы из Шуры или из парламента? Меня спрашивают. Я говорю, у нас есть только один парламент, такой Шуры нет. Вот я к чему это рассказываю? Представляете себе, что во всем мире, я еще сегодня рассказываю, я по телевизору вижу, этот Набенза сидит в Организации Объединенных Наций и говорит, грубо говоря, говорит, что вот чеченцы заград отряды, они там уняют бандиты, это террористы, экстремисты, что только не говорит про нас. Но не называет слово, а заград отряды все на нас вот это вешают. И эти вещи они говорят. То есть они, даже этих чеченцев, которые сегодня на стороне России, они их тоже пытаются валять в грязи и в пыли, чтобы обозначить их. То есть мы должны вот этот имидж, который нам навязывает Кремль, навязывает остальному миру, мы должны от этого уйти. А здесь, то, что я вам говорю, вот здесь вот это происходит, здесь этого нет, никак не получается, чтобы мы могли от этого уйти. Потому что одни говорят, мы пойдем туда, шариатское государство построим, другие говорят, мы пойдем туда, значит, другое государство, другие говорят,
протекторат, другие говорят конфедерация такой, а про Чеченскую республику не говорили. Вот когда мы вот эту работу вот так вот сейчас ведем уже где-то какое-то время плотно, они сейчас переключились и стали говорить о Чеченской республике Ичкерия, кстати, вот сейчас. Но они это, чтобы они не делали, как говорится, если лиса сказала, что она больше не будет куру воровать, это китайская пословица, то хозяин сказал, если она это сказала, то на дверь курятника есть еще один замок. Так что верить им нельзя. Они должны признать, если что, мы должны видеть, что они признали свои ошибки, в чем были ошибки, чем они занимались. И после этого можно, значит, с ними как-то разговаривать. А сегодня один вопрос с ним. Почему вы предали нашу Родину? Почему вы предали нашу Конституцию? Почему вы перешли на сторону Кремля? Вот один вопрос к ним. Больше вопросов, если с ними об этих вещами будешь разговаривать, мы их размягчим, и они будут говорить, как будто бы на равных с нами они разговаривают. Мы не равные. Почему не равны? Потому что они занимаются предательством и в пользу нашего врага. А мы защищаем свою родину, свой народ. Все. Совершенно верно, Аят. Преступник есть преступник. Аят, я предлагаю закончить наш сегодняшний стрим. Мы уже более 2 часов в эфире. Если у вас есть что сказать, Аят, скажите. И если вы не возражаете, я бы завершил наш сегодняшний стрим. Ну, давайте, если я не против. Ну, вы что-нибудь скажете еще? Нет, больше мне нечего сказать. Я много сказал. Да. Сказать-то, конечно, можно еще. Но если нет вопросов, зачем там говорить в будущем? Да, ну, в принципе, на все вопросы, которые были поставлены, вы ответили. Спасибо вам, Аят. Спасибо всем, кто задавал вопросы, принимал участие. Огромное спасибо. Баркано, Аят. Барка, спасибо всем, кто слушал нас. Всего самого хорошего. До свидания. Завтра будет стрим на чеченском языке на моем канале. Всего хорошего, друзья. До свидания. Адикер. Адикер.